Байерлар, Дагларда, там, когда народ живет, он легче поменяет веру. Ну, как это и было у нас. Там, я повторяю, там адаптация была такая, что, я говорю, многие были, как даже христианами могли остаться с времен Византии и потом уже мусульмане. Потому что с точки зрения там переписи, да, вот там другая картина возникала. Исмет Халюкович Шейхзаде, полное имя, художник-монументалист, член Союза художников России, Украины, Международного художественного фонда и, в общем-то, куратор, основная моя творческая такая, скажем, линия кредо, это куратор галереи «Крымское ханство». Понятно, что как любой нормальный крымский татарин, да, скажем так, родился в депортации, если говорить про 60-е годы, да, 65-го года рождения, город Черчик. Ну, Черчик — это известный город крымско-татарского ареала, скажем так, узбекского расселения. Я там родился и жил в прекрасном месте, я считаю. Это воспоминания самые радужные, самые прекрасные. У нас там речка, канал, заповедные места, вообще рядом горы. Родители Анамас, Бабамас, Халюк Наманович Шейхзаде, Анамас Мария Халиловна Газиева, в Медине Халиловна Газиева, Алла Раметлесовна вот недавно ушла. И вот наша семья, братишка и зет. И вот мы с детства, так и, в общем-то, после школы уже это Ташкент училище, Ташкент, а потом дальше уже по мере взросления уже и, конечно, география расширялась, и учеба продолжилась в Москве потом со временем. С точки зрения профессии, это, конечно, первое знакомство и соприкосновение с художественной культурой. Это Дворец пионеров, Черчикский, городской, и там ИЗО-студия такая была. И преподавала там очень выдающийся человек, как я считаю, это Екатерина Васильевна Кристенс. Она была ученицей Рейриха Николая Константиновича, еще в Петербурге. Она где-то 902 или 903 года рождения. И вот до эмиграции, до революции, скажем так, до 18 года, она вместе с мамой своей училась у Рейриха в школе общества поощрения художеств. И вот с детства я помню много интересного она показывала, рассказывала, включая письма вдовы Джека Лондона. Вот у Джека Лондона была вдова, помоложе намного, чем он, и она с ней переписывалась вот где-то в 60-е, в 50-е годы, 70-е даже, по-моему, она жила еще. И вот показывал даже экслибрис, личный экслибрис Джека Лондона из библиотеки, да, вот его. Когда уже в училище заканчивали и защищались уже, смотрели дальше, конечно, и брали планку повыше. То есть все время планка завышалась, то есть самими вот, учениками. И это, кстати говоря, я еще помню, в ЖЗЛ у того же Рериха есть такой факт, когда он свой диплом в Академии художеств отнес, или эскиз показал Толстому Льву Николаевичу. Ну, они несколько учеников вот пошли, они учились у Куинджи, тоже, кстати, крымский, да, персонаж, Архип Иванович Куинджи. И вот Лев Толстой, посмотрев на его дипломную работу, там, известная работа, это у Рериха это хрестоматийная вещь, «Восстал род народ», там гонец плывет как бы по реке. И вот он, единственное, что сказал Лев Толстой Николаю Константиновичу, я это прочитал где-то, я говорю, в училище, где-то на 2-м курсе или где-то вот так вот. Он ему сказал, что пускай выше берет все время, говорит, гребет выше, говорит. Если хочет куда-то приплыть, все время выше берет, а то течение сносит, говорит. Ну вот такое наблюдение, и это было именно, так сказать, для Рериха школа такая, да, от Толстого. Ну, а в ЖЗЛ я это когда прочитал, конечно, вот запомнил, до сих пор помню вот это завышение планки, это как бы один из критериев, скажем, да, твоего творческого кредита. Немножко в этом есть не немножко, а заметный, так сказать, доля перфекционизма, потому что не позволяешь себе какие-то послабления, где-то что-то там, стараешься делать на полную катушку, на высшую планку того, что ты, какие цели поставил, допустим. Во-первых, у нас были хартанамазлар были, да,
Это, они были, вот я сейчас вспоминаю, какое счастье, да, люди не знали, кроме крымско-татарского языка, вообще никаких других языков совершенно. Картанамас, Алла рахмет eylesin, она была тоже где-то 900-го года рождения, что ли, 901-го, так вот, чуть младше, чем Картбабамыз. И вот я помню, что бізге әр вақыт келеділер, вот приезжали все время старики. И, ну, у вахты не было ни интернета, ничего, но общение было как-то более живое, интенсивное, чаще, что ли, как-то оно с запахом таким, да, вот реального какого-то такого общения. И, конечно же, беседа у стариков, вот, там не было агитации какой-то, не было какого-то такого, знаете, там каких-то слезных ностальгических этих, я этого не помню. Но была какая-то вот атмосфера, вот они, ну, все о Крыме же шла речь. Топография Крыма была, она у Баркоинден, она у Коинден, там, Чоль в основном, там, Карасу-Базар, Сейтлер, да, район Керич. И вот получается с детства, когда все это воспринимаешь, Анатолий Мыздей, вот это вот образ некой терра инкогниты, да, вот, которая, для них это реально, это их жизнь там прошла, они ее вспоминают, а для тебя это что-то такое, вот, скажем, не мифологическое, оно реальное, но тем не менее удаленное от тебя, да? Старшее поколение ограждало от каких-то брутальных воспоминаний, скажем. Потом понимаешь, что многого мы не знали тогда, и никто это не навязывал тебе. Ну и вот, может быть, вот эти впечатления о каких-то простых сценах, да, бытовых или там воспоминаний, там, которые ты подслушал, да, у старших, они даже более, может быть, как-то входят в твое такое вечный мир, да, даже вот так вот, через вот эти ассоциации. Вот это движение, уже возвращение на родину, оно началось с 87-го, 88-го, мы знаем, года, да, еще в период СССР. Я закончил в 93-м году, защитился, да, и, соответственно, в 93-м уже мы здесь имели участки, те самые на самостроях, которые с 90-го года появились. И вот как-то так, выехав на учебу из Узбекистана, да, вот после распада Советского Союза у нас другой дороги, кроме как в Крым, уже и не было, да. Мы уже были заточены на Крым, конечно же. Нас, вот, и мы учились в мастерской. Я поступал в мастерскую Клавдии Александровны Тутыволь. Это она выдающийся педагог, она ученица Дейнеки Александра Александровича. Вот, и эта школа Дейнеки, Тутыволь, Максимов. Вот Максимов сейчас преподает там, наш преподаватель, заведующий этой, вот он профессор. А раньше это был Фаворский еще, знаменитая мастерская монументального искусства. И вот нас как-то сразу сориентировали на свои какие-то национальные вот корни, на свои какие-то ценности. Да? Мы были в институте уже на это заточены, скажем так. Галерея «Крымское ханство» — это некая, знаете, это не стены там, да, панели там или что-то там. Это такая концепция, это пространство, да, среда. Творческая среда, в первую очередь. А для меня это вполне реальная и доктринальная среда, скажем так, да. Я уверен, что будущее Крыма связано с династией Гиреев, да, вот такое вот у меня убеждение. При этом, почему она возникла у меня именно после окончания института. В институте, я повторяю, мы были заточены, мы изучали, исследовали это все. Наши курсовые, дипломные работы были связаны с Крымом. Они были связаны с возвращением народа на Крым, в Крым домой. Но, повторяю, это 93-й год, да, мы уже защищались. И в тот же год, вот после защиты диплома, был Курултай, третий, по-моему, он по счету считался, или второй, в 93-м году. И там был приглашенный, значит, из Лондона Джизар Гирей, да, вот один из, так сказать, потомков ханов Гиреев. И на сегодняшний день как бы вот такой вот кронпринц, назовем. Когда я увидел и пообщался на Курултае с Джизар Гиреем, да, я увидел, что это вот фактически вот монарх, да, с точки зрения тренда, да, вот этого именно того времени, скажем, вот нашего, ну как того, нашего времени, да, скажем. Просто вот до того была выставка о британской монархии, такая, да, как бы вот через британский совет она проходила в Москве, и я увидел, что тут вот у нас просто готовый монарх, да, вот по некой шкале ценностей, да, который выстраивал себе, отдавал в этом отчет, это было видно по нему. И
он чисто западный человек, чисто вот такой, знаете, дэнди лондонский, да, скажем так. Но при всем при этом у меня творческая идея возникла именно, вот такой толчок был именно после общения с Гиреем. Я написал его портрет, подарил ему сразу этот портрет. Вот этот момент, как галерея «Крымское ханство», как некая такая умозрительная ситуация, где есть какие-то протокольные структуры, там, да, какие-то деятели культуры вокруг этого всего, да. И она вот у меня тогда же и выстроила. Первая такая заявка этой концепции у меня была связана с туром, гастрольным туром рок-группы «Аукцион». Я тогда вот, в общем-то, пробил это дело через тур рок-группы, которая она проходила по Украине. Они мимо Крыма уходили куда-то в Россию. И вот я им сделал крымскую часть, договорился с нашим крымско-татарским театром. Мне важно было, чтобы это было на площадке крымско-татарского театра. А рок-группа «Аукцион» — это, надо сказать, тот момент времени. Это была самая такая продвинутая, такая музыкальная рок-бенд такой, да, бывшего Советского Союза. Почему? Потому что французский еженедельник «Нувель Обсерватор», такой, есть такой, очень пуританский такой даже, вот, щепетильный, они их объявили самой лучшей рок-командой по рейтингам и по там, определенным профессиональным там, критериям, самой лучшей рок-командой Европы. Я даже договорился в Бахчисарайском дворце, чтобы один из концертов проходил там. Там не важно было даже публика, там важно было, чтобы на этой площадке это произошло. Но там с руководством что-то там не срослось, что-то такое, и не получился этот концерт. Но тем не менее в Крымско-татарском театре он был, и там была заявлена вот эта галерея «Крымское ханство». Вот. И потом дальше, сейчас уже более 70 проектов разного уровня, там, включая там, Стамбуле, в других столицах там, разного времени, так сказать. И в Мельбурне там была акция у меня, и потом выставка была связанная с Барселоной, Махачкала с одной стороны, с другой стороны. В Берлине там, например, как-то удавалось сделать тоже под этим грифом, да, скажем так. Но это мои творческие, скажем, интенции, да, которые, конечно, они герметичны, в общем-то, в моем творчестве. Но вот, повторяю, попытка такая, чтобы не занижать вот эту профессиональную планку. Когда мы исследуем историю нашей государственности, историю нашей культуры, уходящей там, в тот социум, да, который был раньше, то мы приходим на, конечно, рубежи совсем другие. Бахчисарай — это забытая столица империи, ни больше, ни меньше, то есть, которая еще не исчерпала свой культурно-цивилизационный вот этот потенциал. То есть династия Гиреев еще не выработала свой ресурс, понимаете? То есть там серьезные вещи существуют, которые актуальны даже в срезе современной политики. Да? Не будем говорить с какого чего ракурса, но даже для актуальной политики это реально на нынешнем этапе даже. Другая сфера вот моя была интересов, это связанная с Пушкиным. И там поразительно, на основе определенных там, данных, архивных и документальных, и в пушкинистике это известные факты, что Пушкин знаком был с Занджерлы Медресе, он его описал. Занджерлы Медресе явилась колыбелью его Евгения Онегина даже, ни больше, ни меньше. Вот такие вещи ну, конспективно можно проговорить, но если внедряться, так сказать, в доказательную базу, она очень четко выстраивается. Работ много разных. И с какими-то расстался, какие-то ушли от тебя, грубо говоря, какие-то даже пропали. Но нет такого, чтобы что-то одно было, да, такое. Просто есть целая линия определенных первостепенной да, категории произведений, которые ты сам себе ставишь как некий золотой фонд. Были просто такие профессиональные удачи, скажем так, да, за весь период. Это вот эта вот упомянутая крупнейшая в мире шелкография, которая у меня же находится в результате, ее базовая часть, она моя авторская, да, я ее показываю периодически. Вот. Потом был серьезный проект, связанный с... Это был гобелен, или шпалера точнее, да, по творческой задумке, гобелен «Соломон». Это я делал по заказу определенной там, финансовой структуры в Москве. Это дорогая работа была по всем признакам. Вот, и серьезная. Я ее показывал в Париже на Сен-Жермен, это там в галерее, где гобелинисты Франции, Абюсон, да, показывают свои вещи. В общем-то, в России такого не делали, например. Такой сложности работы не делали и не сделали еще.
Я просто вот держу руку на пульсе, что называется. Но и мне никто не заказывал ничего, так сказать, похожего. Это открытие возникло непосредственно на Крымской земле. Да? Первый в мире, кто научно доказал именно в сфере, в сфере, так сказать, медицинской, да, там, нормальной анатомии, доказал, что у Микеланджело есть такой прием художественный, как двойные изображения, и таким приемом Микеланджело изображал, показывал анатомию человека, различные органы, фрагменты человеческого тела, да? Это, в общем-то, для него естественно и органично. Это профессор нашего Крымского медуниверситета Константин Ефетов. Да? Вот представьте, в мире это первый человек, который грамотно это все разложил и на 3 примерах, на 3, так сказать, позициях, не фрагментарно, а цельно, но лаконично вот так. Да? Опираясь на них, я уже как профессионал из области монументального искусства, из цеха, скажем так, Микеланджело, дальше уже, так сказать, раскрылась масса его неизвестных произведений. Очень мощный такой, конечно, творческий и мощный информационно, скажем, эстетический, да, вот такой катарсис даже, я бы сказал, когда вот эти впервые у меня возникли открытия по творчеству Микеланджело. И я их докладывал и на конференциях, на выставках показывал. Это потрясающий такой контент, которым я уже 10 лет как вот заражен, скажем так, это исследую, транслирую. Вот, и там, уверяю вас, это очень актуально в сфере вообще вот мировых, так сказать, вот передовых технологий, передовых контекстов, да, вот высотной урбанистики, там, вообще урбанистики. Потому что Микеланджело — это первый архитектор, автор именно, да, который занимался пространством высокой урбанистики. То есть, если говорить, что он построил доминанту Рима, да, известную, это собор Святого Петра. И он же сделал вот массу вещей, которые потом уже человечество, так сказать, до чего-то даже еще и не дошло, признаюсь честно. Это дает нам понимание, что мастера и выдающиеся представители да, прошлых эпох, прошлых поколений, они еще не распознаны потомками, вот, нами, да, еще в той мере. И в этом смысле фокус серьезный находится, конечно, с Крымом, вот, с тем же Крымским ханством. Не все мы способны в наше время, да, так сказать, выстроить в определенную шкалу. В этом смысле, конечно, важна школа, важна вот это некое место приложения, да, где можно вырастить росток там, да, и довести его до определенного уже осознанного такого состояния. Да. Поэтому могу сказать, что в Крыму, к сожалению, такой выстроенной, четкой, систематизированной, на особых ценностях, да, корневых, так сказать, школы, к сожалению, нет у нас. Да, вот, к сожалению великому. Но время-то прошло много уже с периода, так сказать, когда возникли там или тут институции, да, такого характера. Но на гора, так сказать, вот оно оказалось пустоцветом, по большому счету. Вот. Есть отдельные талантливые ребята, есть студенты, кто учился, кто... Да, но это все немножко спорадический характер носит, не системный, да, скажем так. Вот. И в этом смысле важен язык и лингвистической точки зрения, и язык с точки зрения изобразительной, если говорить, да, в разных сферах, музыкальный, крымско-татарское изобразительное искусство. Сразу говорю, что очень неоднозначный, очень многоплановый, да, существует вот срез восприятия, начиная с памятников там, и наследия исторического и кончая современностью. Да. Естественно, что оно должно существовать, оно имеет полное право на существование, оно обязано даже быть таким. И в этом ключе возникает серьезный вопрос исследования, изучения, распознания, да, вот, традиционных форм, да, и употребления этого, скажем, или предложения, да, на современном этапе. И тут мы все равно упираемся в школу, да, вот в понятие образования, в понятие там, исследовательской части, да, допустим. Я сам как-то погрузился в архивы, да, там, где документация крымских ханов существует, а это единственный корпус нашей официальной парадно-канцелярской графики, да, именно средневековой. И вот язык
который там начинаешь осваивать, его распознавать, да, допустим, он раскрывает ключи ко многим, да, вот жанрам и видам даже, да, которые не сохранились, может быть, на данный момент. Если так сравнивать, то мы не субъект, мы объект в целом. Вот если так вот очень коротко, да, мы очень зависим от, да, внешних факторов воздействия в целом, включая, но что-то зависит от нас, конечно же. Тіл мәселесі. Вот структура, основа, любая, так сказать, да, корневая система, она на 3 столпах, грубо говоря, вот как косы переплетаются тесно, да? Дин, тіл, адет, вот 3. Одну исключаешь, становится ущербная ситуация, понимаете, да? То есть вот дин, тіл, адет — это важный стержневой компонент. И туда входит и историческая часть, да, и современное восприятие, и, конечно же, язык. Без языка миллет олмай, да, в первую очередь. Язык ки біздің тіліміз шынды бек ғайып бола. Ну, рецепт тек евде ана бабалардан огренген ши. Бетте, біріншіде егер дейім біздің оқу юртымызда, яда базы юртларда, я, Қырым татар тіліні дәріслікте берген юртларда, егер дейім конкурс олса, анда тұрышып кетселер генчлер, балалар деген, да, о вақытте тек башланacak бұл әрекет. Если брать вот шахматную доску, да, вот мы наследники такой игры, где мы имеем полное право заявить, что мы давно участвуем в этой игре. Ну, назовем ее шахматы, да, условно. Вот. Есть доска антикварная, да, с какими-то там позициями. Но мы еще, как компоненты этой игры, находимся в мешке, как, да, фигуры из кости, из дерева, из чего угодно, да, без номинала. Только когда стоит на шахматной доске на своем месте та или иная кость, она приобретает номинал свой, да. Ну, в моем понимании вопрос, так сказать, вот этой идентичности, да, связан с тем, что, ну, на той же шахматной доске какая главная фигура, да? Король. Вот король, фигура короля находится на своей клетке, на своем месте, да? Началась игра. Понимаете, да? Пошел процесс. Вот наша задача вернуть вот на свою клетку, на свое место, а место сохранилось удивительным образом, да? Благодаря тому же Пушкину там, и так далее. Именно короля. Хан, который сидит в своем дворце. Давайте так, вот какая была национальная идея у народа, когда он жил там в Узбекистане или в любом месте? Это вернуться в Крым. То есть земля, терра, Крым как территория, она была идеей. Как только ты наступил, сошел с трапа самолета или там с поезда, да, заехал на территорию Крыма, идея материализовалась. Она превратилась в вот ту самую землю под твоими ногами, да, которая была идеей там в Узбекистане. Правильно? И она все, она исчезла. Возникает другая идея. И какая же? Она, естественно, находится в наших корнях, да, грубо говоря. Поэтому, повторяю, хан, который сидит, фантастика же, правильно? Хан сидит в хан-сарае, например, да? Условно говоря. Вот это и есть национальная идея. Уверяю вас, это было бы актуально для многих, не только крымско-татарских, скажем, да, там, акторов, да, того или иного процесса. То есть, включая не только культуру, но и, повторяю, актуальную политику даже. Смысл жизни тут, получается, приходишь все равно к тому, что счастье и радость близких людей, правильно? Вот к этому все равно и возвращаешься, и от этого исходишь. А близкие люди, вопрос тоже, опять-таки, да, начинается от твоей личной семьи, от твоих самых близких людей и так далее, да, так сказать, уже круги на воде, что называется. Там. Те, кого ты любишь, кому ты дорог, например, да. И повторяю, это уже как радиальная система, когда там хоть до всего человечества может дойти при желании.